Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые башкортостанцы. Хаумалгат башкорттар. Я в последнее время наблюдаю за тем, что происходит в моей республике Башкортостан. Новости смотрю, читаю в интернете, в социальных сетях, в комментариях, что пишут. Я, если честно, я в шоке. Я просто обескуражен и не знаю, что думать вообще. Анализирую все происходящее и прихожу к неутешительным мнениям и задаюсь вопросом, что стало с моим народом, что стало с тем великим, гордым, сильным башкирским народом, который еще буквально недавно сотрясал своими восстаниями Российскую империю. Что стало с тем великим, сильным башкирским народом, который в начале 20 века создал свое правительство, свою республику, свою армию, который бил красных под Екатеринбургом, белых под Петроградом. Что с ним стало? Что стало с тем гордым башкирским народом, который в начале 90-х годов защищал суверенитет, устраивал голодовки на площади Салавата Юлаева, захватывал телецентр, устраивал многотысячные митинги в свободу Башкортостана? Что стало с тем сильным народом, который еще буквально недавно выходил многотысячным митингом в защиту башкирского языка, требовал отставки Путина, выступал против Единой России? Еще недавно этот башкирский народ штурмом брал Баймакский РОВД, чтобы вытащить своих башкирских ребят. И вытащил оттуда их. Где этот сильный башкирский народ, который недавно еще в составе многонационального народа Республики Башкортостан голыми руками разметал ОМОН под Куштау, защищая свою землю? Что с ним стало? Что происходит? Читаю комментарии, я просто в шоке. Один пишет: да здравствует наш Путин, наш президент. Победу ему в войне с Украиной. Женщина-мусульманка пишет: о Аллах Тагаля, дай здоровье Путину, нашему президенту, приблизь его к победе. Человеку, который убил тысячи и тысячи мусульман в Сирии, в Чечне, в Крыму. У нас в Башкортостане посадил огромное количество мусульман. Вспомните пример Фандиля Ахмедшина хотя бы. И ему вы просите здоровья, этому кровожадному тирану. В WhatsApp отправляю сообщения какие-нибудь или статьи о свободном Башкортостане. Пишут: админ, уберите этого провокатора. Понимаете, да, вот люди настолько уже аманкуртизировались, настолько сидит страх в них, что слово «свободный Башкортостан» у них вызывает животный ужас. Они уже не видят себя без старшего брата, без русского старшего брата, без поддержки Кремля, они уже себя не видят в будущем. Чем отличается башкир, скажите, от узбека или от казаха? Ничем. Абсолютно такой же народ. Почему одни могут жить свободно, а другие башкиры, мы не можем жить свободно? Почему такой страх у вас сидит от слова «свободный Башкортостан»? Не вы же говорите об этом. Я об этом говорю, я об этом пишу. Если вы боитесь говорить об этом, я понимаю, не надо говорить громко об этом, но хотя бы промолчите. А вы наоборот еще поддерживаете Путина в том, что он уничтожает наш Башкортостан. Человек, который уничтожил башкирский язык, уничтожил суверенитет Республики Башкортостан, унижает наших героев национальных. Заки Валиди постоянно унижает, Салават Юлаева постоянно идут нападки. Вы все это видите, все это осуждаете и все равно сейчас защищаете Путина, поддерживаете его. Тяжелые времена у России, надо поддержать нашего президента. И что? Ну поддержите вы его. Что от этого произойдет? Он победит и дальше будет уничтожать башкир. Нас, башкир, всего 2 миллиона. Между переписями 2002 и 2010 года нас стало на 88 тысяч меньше. Вы представляете, за 8 лет на 88 тысяч человек башкир сократилось.
1/3 башкирского народа не считает свой башкирский язык родным языком. Вы понимаете, что мы исчезаем как народ? Мы ассимилируемся. И вы продолжаете поддерживать эту политику. Сколько вы еще хотите жить в составе этой империи? Еще 500 лет. Даст ли нам всем Аллах Тааля такое время, нашему народу? Не он ли разве говорит, что если народ не будет сам себя защищать, он заменит его другим народом? Чего вы добиваетесь? Чтобы мы исчезли? Вы это поддерживаете? Если боитесь говорить, опасаетесь говорить о свободном Башкортостане, который рано или поздно настанет, хотя бы не поддерживайте Путина. Не поддерживайте ту его политику, которую он ведет. Наши парни уезжают туда, в Украину, и умирают. Учелинский и Бурзянский район уже завалены трупами. Вы еще хотите? Чего? Сколько вам надо, чтобы умерло наших парней? 1000? 10 тысяч? Сколько вы готовы отдать жизни за Путина, за его политику? Сколько готовы вы быть под Москвой и под Кремлем? Задумайтесь, пожалуйста. Башкортар.